Поступив в 1952 году на отделение немецкого языка филологического факультета Киргизского государственного университета, Ибрагим Алироев уже на 3-м курсе заинтересовался языками народов Северного Кавказа и активно занялся научной работой. С тех пор кавказские языки стали делом всей его жизни. Через год после окончания университета Алироев поступает в аспирантуру дагестанского филиала Академии наук СССР, где темой его научного исследования становится язык кистин, грузинских чеченцев. Кистины жили в нескольких горных селах Грузии еще со времен Шамиля. Молодой ученый приехал к кистинам, почти полгода жил среди них. Вместе с местными жителями участвовал в сборе урожая, в праздниках, изучал их традиции и культуру. Итогом научной командировки стала монография на тему «Кистинский диалект чеченского языка». А в 1962 году Ибрагим Алироев защитил по этой же теме кандидатскую диссертацию. Практической отдачей кандидатской диссертации можно назвать учебник грамматики чеченского языка для 7-8 классов национальной школы, написанный им в соавторстве с Джамалхановым. Этот учебник впоследствии неоднократно переиздавался. Молодой ученый публикует десятки статей, посвященных актуальным проблемам навских языков чеченского, ингушского, васпийского, сочетая научную работу с преподавательской. Алироев собирает материалы для задуманного им фундаментального исследования по сравнительно-сопоставительной грамматике навских языков. Интересная, но очень трудоемкая, зачастую изнурительная работа, потребовавшая многочисленных поездок в отдаленные районы Чечено-Ингушетии. Встречи с седобородыми старцами, хранителями фольклорных сказаний, систематизация накопленных материалов, изучение специальных трудов по зоологии, археологии и истории. Венцом этого напряженного труда стала блестящая защита докторской диссертации в Институте языкознания Академии наук Грузинской ССР в 1972 году. Дальнейшая научная карьера Ибрагима Алироева была поистине стремительной. Сразу же после защиты докторской диссертации он возглавил кафедру общего языкознания Чечено-Ингушского государственного университета. Ровно через год Алироеву было присвоено звание профессора. В 1974 году в Махачкале выходит в свет капитальный труд Ибрагима Юнусовича «Сравнительно-сопоставительный словарь отраслевой лексики чеченского и ингушского языков и диалектов», ставшей настольной книгой для всех специалистов в области навского языкознания. К Алироеву приходит признание в научных кругах. Он становится руководителем проблемной группы по изучению русской речи автономных республик Северного Кавказа регионального научного центра Высшей школы в Ростове-на-Дону. В 1975 году он организует единственную в Северокавказском регионе аспирантуру по общему языкознанию. Предельно организованный, требовательный к себе, Алироев стремится привить эти качества и своим ученикам. Он не терпит небрежного отношения к слову, добиваясь от учеников наиболее точного выражения мысли с помощью всего богатого арсенала русского языка. Не случайно именно Ибрагим Юнусович стал инициатором проведения в Чечено-Ингушском государственном университете имени Льва Толстого в 1982 году всесоюзной научной конференции «Роль русского языка в жизни народов Северного Кавказа и развитие их литературных языков». Талант исследователя, целеустремленность и трудолюбие – этот драгоценный сплав позволил Алироеву за 40 лет научно-педагогической работы опубликовать свыше 100 научных трудов, 20 из которых – крупные монографии. В настоящее время ученый работает над созданием серии учебников и учебных пособий по общему языкознанию для студентов и аспирантов. Научная и общественная деятельность Ибрагима Юнусовича Алироева не осталась незамеченной. Он имеет правительственные награды, почетные звания, является действительным членом Российской академии естественных наук Российской Федерации, ведущим научным сотрудником Института языкознания Российской академии наук.